Нихао. 안녕하세요. Конничева. Добрый день, уважаемые гости, преподаватели, студенты и выпускники кафедры восточных языков и страноведения. Рада приветствовать вас на торжественном заседании в честь празднования 20-летнего юбилея кафедры восточных языков и страноведения Института зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Мостова. Приветственное слово предоставляется заведующему кафедры, кандидату филологических наук, доценту Елене Степановне Руфовой. Добрый день, уважаемые гости, преподаватели, наши выпускники и студенты. Позвольте от имени всего коллектива нашей кафедры поприветствовать вас всех здесь и выразить сердечную благодарность за ваше личное присутствие. В этот день хотелось бы подчеркнуть личный вклад каждого присутствующего. И я надеюсь, что вы разделите с нами ту радость, с которой мы собираемся с вами сегодня поделиться. Дорога в 1000 ли начинается с первого шага. И этот шаг сделали когда-то первые учителя японского языка в Якутии в XVIII веке. Этот шаг сделали основатели нашей кафедры. По этому пути идут наши студенты. Но этого бы пути не было, если бы не было поддержки преподавателей. Преподаватели кафедры – это не просто про обучение, это про больше дать, поделиться самым ценным. И на самом-то деле у преподавателей есть очень много моментов гордости. И самый, наверное, запоминающийся момент – это момент, когда мы можем наблюдать эволюцию героя. Мы являемся свидетелями, потому как по мере прохождения испытаний студенческой жизни наш студент, как герой, он находит в себе силы. И в конце концов возвращается к нам, нашим выпускникам, профессионалам, коллегам, нашедшим себя в своей силе. Я поздравляю вас с нашим юбилеем. И позвольте передать первое слово, основателю нашей кафедры, идейному вдохновителю и хранителю всех традиций. Это Светлане Николаевне Барашковой. Знаете, я почувствовала себя бронзовым памятником. Извините. Вы знаете, я этот день ждала 25 лет. И думала, вот отпраздную, а потом выйду. Но я надеюсь еще с вами побыть. Сегодня на остановке встретила одну знакомую, которая тоже когда-то работала в университете, и говорит: ты куда? Я говорю: в университет. А что у вас там? Я говорю: да, у нас сегодня юбилей. 25. Разве это юбилей? Сказала она, да? Немножко даже, я бы сказала, так презрительно. Потому что, да, для кого-то 25 это очень мало. Для кого-то 25 это уже четверть века. Это в зависимости от того, с какой стороны посмотреть и как взвесить эти 25 лет. Но они пролетели очень быстро. И я хотела бы сегодня в своей юбилейной речи сказать немножко не то, что, может быть, вы ожидаете, а показать, какие ниточки привели меня к тому, что сейчас у нас такая большая, дружная, крепкая кафедра, и мы живем и здравствуем, и я надеюсь, еще столько же лет будем здесь, в университете, кафедрой восточные языки и страноведения. Но слово страноведение, может быть, со временем изменится. У нас все меняется, и очень быстро, кстати. Так вот, первая
ниточка или веревочка, из которой вился вот тот наш крепкий канат, который нас сейчас связывает, это моя любовь к книгам, к зарубежной литературе. Я думаю, это понятно, да? Я ведь не случайно пришла к преподаванию зарубежной литературы, закончив немецкое отделение. Первая книга, которая меня поразила, и которая, в общем-то, легла в некотором таком моем сознании, как один из краеугольных камней моего основания, моей, скажем, идеи о восточных языках. Это книга журналиста-международника Всеволода Овчинникова. Называется она «Ветка сакуры». Я думаю, те, кто любит Японию, наверное, читали эту книгу, но для нас она тогда была, в общем-то, можно сказать, первой такой весточкой из страны, которая была для нас, в общем-то, закрыта. Ну, для простых людей туда особо-то мы и не могли попасть тогда, конечно же. Вторая книга – это студенты-выпускники, нынешние студенты, я надеюсь, поймут, о какой книге идет, услышав название «Записки у изголовья». Когда я увидела эту книгу, открыла, естественно, начала читать аннотацию, и там было написано «Записки фрейлины императорского двора». Думаю, 11 век, императорский двор. Но это же история, а историю я очень люблю. Япония и история в одной книге. Я, естественно, купила эту книгу. Третья, скажем, тоже ниточка в этом канате, или веревочка в этом канате, это 89-й год, январь, когда нужно было писать программу развития нашего факультета. У нас были первые демократические выборы. И каждый, кто шел на выборы, должен был разработать программу. Ну, нужно было что-то такое интересное придумать. И я подумала, а почему бы не начать изучать восточные языки? Когда мы там доберемся до Франции или Германии, хотя уже начали добираться, а вот перед нами Китай, Корея, Япония открываются. И с этой мыслью я подошла, вы знаете, тоже этого человека. Каждый год, кстати, студентам показывают, есть такой урок у нас в сентябре, Виктору Даниловичу Михайлову. Он тогда был молодым, креативным и очень открытым человеком. Я ему рассказала, что вот хотела бы вот такое-то, такое-то предложить коллективу. Вы знаете, он воскликнул, это правильная мысль, ведь мы будем разворачиваться, это было сказано в 1989 году, разворачиваться на восток. И так оно и случилось. Следующая, скажем так, ниточка, которая нас привела к сегодняшнему дню, это Аполлоний Иннокентьевич Семенов. Вы его все знаете. Это основатель нашего факультета. Человек, который начал изучать в 30-е годы японский язык в Дальневосточном университете во Владивостоке. Был направлен в Японию на стажировку. Видели, наверное, его фотографию в белом костюме, в белой шляпе? Вот он таким приехал обратно, но не прошло некоторого времени, его отправили в ссылку. Вот он пострадал за свою любовь к японскому языку. К сожалению, время такое было. А я его видела буквально пару раз, будучи студенткой факультета иностранных языков на улице Короленко 1, такой грузный, медленно ходящий, с тросточкой пожилой человек. Он был с английским языком, и у нас на немецком отделении он ничего не преподавал. Но я слышала, будучи уже на втором курсе, по-моему, что у нас есть кружок японского языка. И что этот кружок ведет вот этот Аполлоний Иннокентьевич. И к нему ходят старшекурсники. Ой, нам, конечно, даже в кружок нельзя было попасть в этот момент. Ну, он один, а желающих было много, конечно. Так что вот это еще одна та веревка, которая легла в основу нашего этого каната. Далее. Есть еще одно обстоятельство. Это 90-е годы. Казалось бы, 90-е годы, их называют лихими, всяко разно, очень много отрицательного об этих годах.
Но для нас, вот для нашего факультета иностранных языков, это оказалось время весьма-весьма плодотворным. Мы могли ездить, нас очень хорошо поддерживало правительство. Президент Михаил Ефимович, тогда он был президент, да, у нас назывался, Михаил Ефимович Николаев. Сколько ребят уехало стажироваться? На Аляску прежде всего у нас поехали. И вот в 90-е годы, точнее в 90-м году конкретно, летом приехала большая делегация японских промышленников. И среди них был, вы знаете, так и хочется сказать эту фразу, засланный казачок. Я имею в виду Кацуки-сан. Вот, казалось бы, промышленники, и причем тут Кацуки-сан, который в этот год, 90-й, вышел на пенсию, его вдруг нашли и привезли с собой. Спрашивается, для чего? Вот я обычно на лекциях, когда появляется такая возможность, говорю, вы знаете, самая тихая, казалось бы, на первый взгляд, мирная экспансия территории – это внедрить миссионеров и преподавателей языка, открывать школы начали эти миссионеры. Вот в моем понимании фигура Кацуки-сана, любителя севера, любителя Якутии, он занимался этим в энциклопедической, как это называется, ой. Ну, он работал при создании энциклопедии. И, естественно, он им очень пригодился. Вот летом он приехал, а в сентябре он прилетел один. И с того времени началось преподавание японского языка как второго иностранного. И вот этот момент тоже весьма и весьма примечателен. 13 лет работал он с нами, вначале преподавал японский как второй язык, и вот этот ареал, что ли, это захвата восточными языками, вначале японским, китайским, а затем и корейским языком, начался вот тогда, в 90-м году. И я хотела бы сейчас в конце сказать слово благодарности, свое спасибо людям, конкретные дела которых помогли нам встать на ноги и вот 25 лет жить, расширяться и не хуже, как говорится, других, иметь свое место, свою нишу в Северо-Восточном федеральном университете. Мы не самые худшие, скажем, по Дальнему Востоку в преподавании восточных языков, о чем говорят олимпиады, где побеждают наши студенты, школьники. И начну я свое благодарственное слово с Людмилы Сафроновны Заморщиковой. Людмила Сафроновна, привет! Людмила Сафроновна Заморщикова однажды подошла ко мне, тихо сидящей на кафедре страноведения. У меня было 6 человек, тишина, покой, не выпускающая кафедра, и говорит: хватит сидеть. Была ваша идея? Была. Ну и исполняйте. Ну и что ж, пришлось, рассказался, как говорится, взялся за гуш, не говорит, что дюш, да? Вот мы начали потихоньку выходить из зоны комфорта, я имею в виду нашу маленькую кафедру страноведения, и вот стали большой кафедрой. Сейчас нас 15 человек, да? Вот, пожалуйста. И 90 примерно даже, 85, наверное, процентов, я могу ошибиться, я гуманитарий, не математик, это выпускники нашего же отделения, чему я очень рада. Спасибо вам, первым нашим выпускникам, которые мало того, что выучились, еще и сейчас продолжают работать и учить. Я думаю, что это большие патриоты, патриоты языка, патриоты нашей кафедры, нашего отделения, нашего теперь института. Это второе мое спасибо. Третье спасибо я хотела сказать моему коллеге Федоту Федотовичу Желобцову.
на восточное отделение, точнее, это был восточный факультет Ленинградского государственного университета. Это вообще, знаете, как полет в космос. Он наш первый космонавт в этом смысле. Он поехал и сразу поступил. Вот попробуйте, вот поехать отсюда, который вообще считается чуть ли не с задворки империи, да? Пожалуйста, вот так прекрасно. Мы с ним в тандеме 25 лет работаем. Дело в том, что у него чудный диплом. Диплом Восточного факультета. Такого университета, как Ленинградский государственный университет. Историк-востоковед. Вот востоковед — это очень важно было, когда мы открывали нашу кафедру восточные языки. Это очень важно было, потому что, ну что я там, немецкий филолог, есть там английский филолог, да? А вот, пожалуйста. Так что большое спасибо, Федот Федотович. Большое спасибо я хочу сказать Евгении Исаевне Михайловой, которая, будучи министром, помогла нам получить бюджетные места. Ведь это очень сложно. Вы сейчас это понимаете, да? Получить бюджетные места. Хотя тогда, в принципе, неплохо было у коренных языков, я имею в виду английский, немецкий, французский, но на восточные нам дали эти 25, мы разделили на 3 языка. Так что жизнь наша была, вот начиналась вот с 25 человек. Но среди них прекрасные наши выпускники. Далее еще хочу сказать большое спасибо Николаю Андреевичу Барамыгину. Где вы? Председатель якутского филиала Общества Россия и Япония, который нас всегда поддерживал, нам всегда помогал, который, даже я скажу лично про себя, сумел выбить мне место, видимо, уступил свое, да? На 3 дня я слетала в Японию, вот как раз в конце апреля, в начале мая, когда цвела сакура. Видите, ветка сакуры, с которой началось мое знакомство с Японией, ветка сакуры, точнее огромный сад сакуры, который я увидела, и под которыми этими деревьями я сидела и пила саке. Да, было такое, мало, но было. Страноведчески это очень важно, кстати. Да, и я очень благодарна. Честное слово, Николай Андреевич. А вот в Корею я не съездила, никто меня туда не отправил. В Китае была. Да. И заканчивая, я хотела бы сказать моим молодым коллегам. Вы сейчас в расцвете сил. И через 25 лет, я думаю, что вы отметите золотой юбилей нашей кафедры, нашего отделения, вот как раз находясь в моем возрасте. Нормально же, да? И вы будете так же прекрасно выглядеть. И последнее, коль скоро я литератор, я должна, наверное, все-таки прибегнуть к литературе. Вы не поймите эти слова Хайку Кобаяса Иссы в буквальном смысле. 3 строчки, но очень большой смысл. Именно об этом смысле я позже скажу. Это лозунг, которым вы должны руководствоваться следующие 25 лет. Тихо, тихо ползи, улитка, по склону Фудзи, вверх, до самых высот. Видите, 3 строчки, а ведь все равно никак не запомнишь ни Евгения Онегин, где все, казалось бы, очень складно, да, в рифму, а здесь как-то сложновато. Так что вверх и только вверх, по той самой дороге, о которой сегодня упомянула Елена Степановна, в 1000 ли. Эта дорога начинается с порога. Мы сделали этот шаг. Мы перешли этот порог 25-летия. Впереди еще, я надеюсь, много таких порогов. Не бойтесь их, идите вверх, вверх и вверх. Спасибо. Уважаемые гости, представляем вашему вниманию видеофильм об истории основания кафедры. 25 лет – это каждый день шаг навстречу новым знаниям и открытиям, ведущим наш путь на восток. Это история, которая объединила многих людей, событий и судеб.
История, которую мы пишем вместе. Первым источным языком в Якутском государственном университете стал японский, что носило неслучайный характер. Россия была первой страной в мире, где с 1705 года началось преподавание японского языка как иностранного. Второй школой после Санкт-Петербурга стала Якутская школа японского языка, где предположительно с 1748 года часть экипажа японского судна Такумара, потерпевшего кораблекрушение, была оставлена для преподавания японского языка местом населения. Впоследствии школа была перенесена в Иркутск, став основой для развития российского японоведения. Именно данный вопрос заинтересовал будущего первого преподавателя японского языка и почетного профессора ЯГУ Кацуки Хидео, который согласился приехать в далекую и порой суровую Якутию начала 90-х годов. Так, с 1990 года начинается история преподавания восточных языков на кафедре перевода факультета иностранных языков ЯГУ. Более того, основатель ПИЯ ЯГУ Аполлоний Иннокентьевич Семенов был одним из первых в республике, изучавших японский язык. Практически одновременно с японским начинается преподавание китайского языка как второго иностранного. Первыми преподавателями были Галина Черных, окончившая институт Благовещенска, а также китайцы Володя и Миша, первые предприниматели с китайского рынка. Большую поддержку развития востоковедения в республике оказал первый президент республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев, начиная от решения жилищного вопроса для преподавателей иностранцев до подготовки будущих профессиональных кадров. Благодаря работе Департамента по подготовке и расстановке кадров при президенте Республики Саха-Якутия в настоящее время работают во благо республики многие преподаватели кафедры. Смотрите, 20 лет тому назад у нас и переводчиков-то не было, так ведь? А сегодня практически факультет иностранных языков в университете преобразовали институт иностранных языков. И сегодня мы изучаем, наши студенты изучают практически все азиатские языки. Не только английский, но и все азиатские. Это громадный толчок общения людей. Развитию корееведения в Якутии способствовал профессор университета иностранных языков Ханбук, позже почетный профессор СУФУ Кан Буксу. Вопрос о создании кафедры восточных языков как отдельного структурного подразделения решился благодаря содействию Евгении Исаевой Михайловой, в то время занимающей пост министра образования Республики Саха-Якутия. Непосредственное участие со стороны университета приняли Ольга Алексеевна Мельничук, проректор ЯГУ, Людмила Сафроновна Замощикова, декан ФИЯ, и Светлана Николаевна Барашкова, которая стала первым заведующим кафедрой восточных языков и страноведения. Благодаря активной работе Барашковой Светланы Николаевны был осуществлен первый набор студентов на 3 восточных языка и сформирован штатный состав кафедры. Также были определены основные задачи кафедры, заложены новые традиции и студенческие мероприятия. Второй заведующей была Николаева Татьяна Леонидовна, выпускница Хабаровского государственного педагогического университета, защитившая кандидатскую диссертацию по корейской филологии в Институте стран Азии и Африки при Московском государственном университете. Данный переход характеризуется активным сотрудничеством с университетами Китая. Кафедра в числе первых начала реализацию программы двойного дипломирования с университетом Дзяусы. С 2014 года и по настоящее время кафедру возглавляет Муфова Елена Степановна, кандидат филологических наук, доцент. Современный этап развития кафедры характеризуется переходом на качественно новый уровень подготовки бакалавров и магистров, совершенствование процессов обучения, воспитания и научно-исследовательской деятельности, решением сверхзадач через реализацию креативных потенций в научно-образовательном пространстве. Коллектив кафедры представлен опытными преподавателями, в том числе высококвалифицированными специалистами со знанием региональной специфики, и первыми выпускниками восточного отделения, которые в разные годы проходили языковые стажировки, окончившие программы магистратуры в университетах Японии, Китая и Кореи. Одним из значимых результатов развития китаеведения в республике является организация и проведение преподавателями кафедры муниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку, а также участие в качестве экспертов предметной комиссии ЕГЭ по китайскому языку в республике Саха-Якутия. Большим преимуществом кафедры с момента основания и по сегодняшний день является сотрудничество с зарубежными вузами-партнерами и научно-образовательными организациями, а также обязательное наличие иностранных преподавателей восточных языков. Благодаря сотрудничеству с ведущими международными центрами при поддержке кафедры проводились ТОПИК, международный экзамен на определение уровня владения корейским языком,
GLPT – международный экзамен по определению уровня владения японским языком. Преподаватели кафедры ведут активную научно-исследовательскую деятельность, результатом которой, несомненно, являются научные публикации в рейтинговых изданиях Scopus и Web of Science, поддержанные научные гранты ФПИ РНР, гранты Министерства науки и технологий КНР, Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии и правительства Республики Корея. Преподаватели и студенты кафедры оказывают переводческую поддержку мероприятий в нашей республике различных уровней. Подготовка специалистов со знанием восточных языков и культуры является важной составной частью развития программы интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион, сотрудничество со странами Восточной и Юго-Восточной Азии. Среди выпускников кафедры специалисты, развивающие разные сферы деятельности нашей республики. Приоритетными направлениями работы нашего вуза являются арктические и азиатские векторы развития. С 2023 года кафедра восточных языков и страноведения начала реализацию коммуникативного курса вьетнамского языка для студентов бакалавриата и специалитета любых направлений в качестве индивидуальной образовательной технологии. Наши традиции – это всегда диалог, опыт и энергия, мудрость и смелые эксперименты. Жизнь на восточном отделении – это постоянное движение, творчество и дружба. Здесь не просто учат языка, здесь живут Востоком. Одно из самых любимых мероприятий – это День восточной кухни, где студенты учатся готовить традиционные китайские, японские и корейские блюда, что впоследствии становится их семейной традицией. Самым ожидаемым и ярким событием учебного года является ежегодная неделя восточных языков. Это настоящий праздник знаний и творчества, где сливаются воедино академические достижения и традиции Востока. Во время недели проводятся языковые олимпиады, конкурсы устных выступлений, победители которых представляют нашу республику на региональном и всероссийском уровне. Особенно ярким является фонетик-шоу. Это конкурс для первокурсников, которых совсем еще юные, но такие упорные студенты демонстрируют свои первые победы в освоении сложных восточных языков. Их искренние эмоции и запас, свойственный только им одним, никого не оставляет равнодушными. Апогеем недели становится грандиозный фестиваль культур Китая, Кореи и Японии. Событие, выходящее далеко за рамки университета. Это самое масштабное мероприятие, в котором участвуют не только студенты, но и школьники. Фестиваль объединяет всех, кто увлечен языком и культурой Азии и дает возможность не просто изучать язык, а почувствовать себя частью другой культуры, полностью погрузиться в атмосферу Востока. Но восточная культура – это не только праздники, это глубина исследований, которые открывают новые горизонты. Гордость кафедры – наши стипендиаты, те, кто совмещает блестящую учебу с научной работой и заслуживают высших наград. Также студенты активно занимаются научно-исследовательской работой, демонстрируя высокий уровень знаний на республиканских, всероссийских и международных конференциях и научных конкурсах. А что же дальше? Конечно, погружение в культуру. Для наших студентов стажировки в Китае, Корее и Японии – это не просто часть обучения, а незабываемый опыт, который меняет жизнь. Благодаря сотрудничеству с ведущими российскими и зарубежными университетами наши студенты получают возможность совершенствовать языковые навыки, знакомиться с культурой изнутри и заводить друзей со всего мира. Эти поездки становятся незабываемым опытом и важным этапом профессионального становления. Нашими партнерами также являются образовательные учреждения и предприятия нашей республики. 25 лет – это сотни историй. Историй трудолюбия, открытий и вдохновений. Истории, где преподаватели становятся наставниками, а студенты – друзьями на всю жизнь. Спасибо, что были с нами все эти годы. Спасибо, что делаете нашу кафедру по-настоящему особенной. Впереди новые горизонты, новые языки, новые победы. И мы уверены, самое интересное еще впереди. 25 лет, и это только начало. Уже четверть века. И сегодня мы торжественно празднуем 25 лет со дня основания кафедры. И с этим знаменательным событием нас пришли поздравить наши друзья, партнеры, коллеги и выпускники. Слово передается первому заместителю министра по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия Сергею Александровичу Хадрыкову. Уважаемые преподаватели, уважаемые студенты, выпускники, от имени Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия, лично от имени министра Кирилла Галиула Витальевича хочу сегодня искренне поздравить вас всех с таким знаменательным юбилеем. 25 лет
Ну, для кого-то это много, но, не знаю, 25 лет я сам лично, наверное, в это время оканчивал первый курс переводческого отделения, тогда еще факультет иностранных языков. Наверное, именно в этом помещении слушал замечательные лекции Федота Федотовича, Славы Николаевны. Дальше смотрел, да, Виктория Ивановна? Вот. И я очень искренне благодарен всем преподавателям, которые, ну, нам тогда еще, наверное, таким глупым шалопаем, но внедрили знания, показали, вот стоит дверь в взрослую жизнь с новыми знаниями. Вот. И благодаря этим знаниям, опыту, навыкам, которые я получил на этом факультете, мы вступили уже в взрослую рабочую жизнь. Кроме этого, с Институтом зарубежной филологии и киноведения мы сейчас очень тесно работаем. Я очень благодарен всем сотрудникам института, которые постоянно помогают нам в предоставлении переводчиков на очень таких важных, высокого уровня переговорах, на уровне правительства, во время выездов, во время визитов официальной делегации зарубежных стран в Республику Саха-Якутия. За это вам еще раз огромная благодарность, что вы рядом и постоянно отзываетесь на наши просьбы. Мы с своей стороны тоже готовы постоянно сотрудничать по всем вопросам, открыты нашему взаимному выгодному сотрудничеству. Сегодня я также хочу передать, пользуясь моментом, поздравления от имени моей супруги, тоже выпускницы кафедры восточных языков, Вари Тарской. И для меня сегодня очень большая честь от имени нашего постоянного представителя Республики Саха-Якутия в Дальневосточном федеральном округе, заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия, выпускника также факультета Борисова Кима Александровича, вручить награды с большой благодарностью, теплотой и искренними поздравлениями в адрес наших преподавателей. Грамотой правительства Республики Саха-Якутия награждается кандидат филологических наук, доцент кафедры Барашкова Светлана Николаевна. За заслуги в области социально-экономического развития. Благодарность правительства Республики Саха-Якутия вручается доценту кафедры Желобцову Федоту Федотовичу. За вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний трудовой. За многолетний
Народной Республики и воспитания молодого поколения. Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия выражает благодарность старшему преподавателю кафедры Егоровой Нине Григорьевне за вклад в развитие Республики Саха-Якутия и воспитание молодого поколения. Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия выражает благодарность старшему преподавателю кафедры Артаковой Дуяре Валерьевне за вклад в развитие Республики Саха-Якутия и Российской Народной Республики в воспитание молодого поколения. Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия выражает благодарность ассистенту кафедры Демчук Анастасии Олеговне за вклад в развитие Республики Саха-Якутия, Республика Корея и воспитание молодого поколения. Слово предоставляется главному специалисту Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия Дуяре Парфеневне Петровой. Уважаемый Владимир Васильевич, Елена Степановна, уважаемый коллектив кафедры «Восточные языки и страноведения», уважаемые сотрудники кафедры, студенты, выпускники, ветераны. От имени Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия и лично от присяжного Михаила Юрьевича, первого заместителя министра образования и науки, сердечно поздравляем с замечательным событием, посвященным 25-летию создания кафедры. С момента основания кафедра прошла большой путь, став одной из ключевых и значимых структур Института зарубежной филологии и регионоведения и в целом СВФУ. Сегодня кафедра решает задачи по удовлетворению кадровых потребностей республики в области зарубежной филологии, специализируясь в подготовке квалифицированных специалистов, способных в эффективной реализации преподавательской, переводческой, аналитической, филологической деятельности на японском, корейском, китайском и вьетнамском языках. Также сегодня Министерство образования совместно с Северо-Восточным федеральным университетом ведет тесную работу по целевой подготовке кадров, квалифицированных специалистов на базе ИСФИР. Сегодня с мерами поддержки за счет Республики Саха-Якутия ведется подготовка 14 специалистов, которые обучаются в ИСФИРе, и в этом году 7 из них должны выпуститься и трудоустроиться на предприятиях, на организациях на территории республики. От всего министерства и лично Михаил Юрьевич очень просил передать слова благодарности профессорско-преподавательскому составу за вклад в развитие, преданность делу и высокие профессиональные стандарты. Желаю коллективу быть творческим, позитивным, а студентам высоких достижений в учебе. И разрешите сегодня от Министерства образования вручить Елене Степановне, кафедре, приветственный адрес и энциклопедию Якутии, первый том, который только что был презентован. Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия выражает благодарность Ефимовой Сардане Кимовне, кандидату педагогических наук, доценту кафедры
Разрешите предоставить слово кандидату педагогических наук, директору Института зарубежной филологии и регионоведения Владлену Васильевичу Кукудурову. Дорогая кафедра, Елена Степановна, уважаемые коллеги, выпускники, студенты, партнеры, всех вас разрешите поздравить с 25-летием. Мы продолжаем отмечать юбилейный учебный год в целом нашего института, 55-летие. И когда Елена Степановна в начале учебного года спросила, а стоит нам вообще отмечать? 25 лет это как дата? Нет, я ей сразу сказал, вы знаете, 55 лет это на самом деле не считается юбилеем, а вот 25 это настоящий юбилей. Так что, конечно, мы с радостью отмечаем эту важную дату. И я хотел бы выразить тоже благодарность преподавателям, инициаторам, кто стоял у истоков создания этой замечательной кафедры, которая решает действительно и в перспективе будущее нашего института. И потенциал очень хороший, и преподаватели защищают свои кандидатские диссертации, и студенты замечательные, нас постоянно радуют своими достижениями. Сегодня, наверное, отдельно про достижения тоже скажут. Практически каждую неделю мы слышим что-то интересное, какие-то интересные новости и о победах наших выпускников и студентов. Ладно, я еще раз выйду вместе с завкафедрами поздравлять. У нас там есть отдельное поздравление, не буду слишком долго занимать время у наших коллег, партнеров. И сейчас хотел бы вручить почетные грамоты тем нашим преподавателям, которые являются первыми выпускниками кафедры и стали его основным костяком, ядром нашей любимой кафедры. Поэтому разрешите от имени нашего ректора Анатолия Николаевича Николаева, который сейчас в командировке в Китае, опять же, Восток действительно наш самый главный партнер сейчас, вручить вот эти почетные грамоты. Добросовестный труд в сфере высшего образования, весомый вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров Республики Саха-Якутия, плодотворную деятельность в области развития региональной системы высшего образования награждается почетной грамотой ректора. Старший преподаватель кафедры Степанова Зинаида Борисовна. Старший преподаватель кафедры Ардахова Туяра Валерьевна. Старший преподаватель кафедры Лебедева Виктория Викторовна. Разрешите предоставить слово от имени президента Северо-Восточного федерального университета директору Координационного центра по профилактике экстремизма и терроризма Северо-Восточного федерального университета Сарглане Иосифовне Нестеровой. Добрый день, уважаемые преподаватели, Елена Степановна, Владлен Васильевич. Прекрасная дата, прекрасные люди, отличные студенты, выпускники. Поздравляю вас с такой прекрасной все-таки датой, 25 лет, не 50, но все у вас впереди. Желаем, конечно же, успехов, чтобы ваши благодарные студенты всегда вас встречали с приятными новостями, красивыми какими-то датами. И от имени Евгении Исаевны хочу именно поблагодарить и пожелать всем тем, кто свое сердце, свою душу вложил в эту кафедру, поблагодарить и также пожелать крепкого здоровья, успехов и, конечно же, чтобы вы дальше развивались. Благодарность президенту университета объявляется Барашковой Светлане Николаевне, кандидату филологических наук, доценту кафедры за плодотворную научно-педагогическую деятельность и вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.
Слово предоставляется первому представителю Министерства иностранных дел Российской Федерации в городе Якутск Вере Ивановне Сидоровой. Уважаемые преподаватели, студенты, выпускники кафедры, сердечно поздравляю вас от имени представительства МИД России в городе Якутске. 25 лет тому назад я работала в Министерстве внешних связей, и со мной за эти годы работали такие выпускники кафедры, как Ким Борисов, Арсен Алексеев, Нина Морозова, Старостина. И они действительно очень достойно представляли и факультет, и институт, и кафедру. И я до сих пор с ними общаюсь. Вот с Кимом мы недавно разговаривали, он сейчас в Хабаровске, в командировке находится, а так он во Владивостоке. И он просил еще раз направить, то есть выразить поздравления, самые наилучшие пожелания и так далее. Ну вот действующая концепция внешней политики Российской Федерации, она была утверждена в марте 2023 года. Действительно, она подтверждает то, что сейчас происходит поворот с запада на восток. С Китаем у нас сейчас великолепные отношения, а с Кореей и с Японией, конечно, в силу некоторых обстоятельств ситуация была не очень. Но, скажем, вот за последние 2 недели Михаил Швидкой, который раньше был послом по особым поручениям по вопросам культуры, а сейчас он поверенный президента Российской Федерации по вопросам культуры, он был и в Сеуле, и буквально 3 дня назад был в Токио. И участвовал в хороших таких мероприятиях, где принимала, в отличие от прошлого года, очень много местных представителей общественной деятельности, культуры, науки, образования. И вот я очень рада, что с Кореей и с Японией есть какая-то надежда возрождения хотя бы культурных связей для начала. И вот Надя Попова, Донагава, выпускница английского отделения, моя подруга, мне отправила 3 дня назад фотографию, где Швидкой поздравляет Камаки Курихару. Кстати, Камаки Курихара тоже была даже в Якутске в 2005 году. Она сопровождала Мацуру, тогда генерального директора ЮНЕСКО. Естественно, тогда вот Сергей Александрович Хатлыков, я попросила факультет свой рекомендовать мне молодого человека с английским языком, с тех пор, как раз вот мы с ним тоже дружим, вместе работаем. А Светлана Николаевна Барашкова, она возила нас на картошку на первом курсе и преподавала нам зарубежную литературу. Поэтому для меня это не чужой праздник. Все-таки я очень долго отсутствовала в Якутске, многих не знаю, многие меня не знают. Но в любом случае я очень рада, что наш факультет развивается, наш институт развивается. Еще раз поздравляю и выражаю благодарность кафедре от имени представительства МИД России. Представляем вашему вниманию видео поздравления от первого выпускника кафедры 2005 года, заместителя председателя правительства, постоянного представителя Республики Саха-Якутия по Дальневосточному федеральному округу Борисова Кима Александровича. Уважаемые студенты и выпускники, сегодня я рад поздравить вас с замечательным событием 25-летием кафедры восточных языков и страноведения Института зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального университета. Для меня, как выпускника этой кафедры, это событие наполнено особым смыслом. Четверть века – это не просто дата, это целая эпоха, наполненная трудами и достижениями и, конечно же, теплыми воспоминаниями. Вспоминая свои студенческие годы, я не могу не отметить
отметить, как много мне дало обучение на нашей кафедре. Это не только знания и практические навыки, но и дружба, поддержка наставников, возможность быть частью большой и дружной семьи. Кафедра стала центром притяжения для тех, кто стремится понять культуру, язык и традиции восточных стран. Здесь формируются настоящие профессионалы, вносящие вклад в межкультурный диалог и укрепление международных связей. Мы с гордостью говорим о выпускниках, достигших высоких результатов в самых разных сферах. Их успехи подтверждают качество образования, заложенного именно здесь. Важно подчеркнуть, что решение об открытии кафедры в 2000 году оказалось не только дальновидным, но и своевременным. В то время весь мир все больше обращал внимание на Восток, его стремительно развивающиеся экономики, культурные традиции и возрастающую роль глобальной политики. То, что университет сумел уловить этот импульс и создать специализированную кафедру, заслуживает глубокого уважения. Особую роль в этом сыграла, конечно, Барашкова Светлана Николаевна, которая в самые сложные годы смогла отстоять и организовать становление кафедры. Ее мудрость, дальновидность и вера в будущее востоковедения стали важной опорой в самом начале пути. Хочу особой теплотой вспомнить и уважаемого Федота Федотовича Белорцова. Его незабываемые лекции до сих пор живы в моей памяти. Именно он вводил нас в контекст политической и общественной обстановки восточных стран, помогая понять язык через призму культуры и истории. Его глубокие знания, умение увлечь и донести сложные темы простым, доступным языком стали для многих из нас настоящим окном в мир Востока. Такие преподаватели формируют не просто специалистов, они воспитывают личностей широким кругозором и глубоким пониманием международных процессов. Невозможно не выразить особую благодарность и нашим иностранным преподавателям, которые с самого начала внесли неоценимый вклад в становление кафедры. Несмотря на все трудности, с которыми им пришлось столкнуться в начале 2000-х годов, это и климатические, бытовые, языковые, культурные особенности работы на нашем северном крае, они проявили стойкость, профессионализм и искренний интерес к делу, которым занимались. Благодаря их самоотдаче и терпению, преданности своему делу, студенты получили уникальную возможность прикоснуться к культуре восточной цивилизации через живое общение с ее носителями. Также хотел бы выразить искреннюю благодарность деканату факультета иностранных языков и руководству нашего университета, чья постоянная поддержка ощущалась нами во всех студенческих начинаниях и инициативах. Особые слова признательности хотел бы сегодня сказать Заморщиковой Людмиле Сафроновне, Мельничук Ольге Алексеевне и всем преподавателям, которые были рядом с нами во время учебы. Их участие, вовлеченность и доброжелательность стали для нас настоящей опорой и вдохновением. Отдельно хотел бы отметить роль Евгении Исаевны Михайловой, президента Северо-Восточного федерального университета. В те годы, когда Якутский университет получал статус федерального, особое внимание уделялось развитию приоритетных направлений, включая востоковедение. Евгения Исаевна всегда поддерживала и продолжает поддерживать нашу кафедру, понимая ее важность для интеграции региона в мировое образовательное и культурное пространство. Сейчас наша кафедра значительно выросла и по праву стала одной из опорных школ восточных языков на Дальнем Востоке России. Здесь молодые люди получают блестящее образование, погружаются в изучение языков и культур Востока на высоком уровне. Кафедра стала узнаваемой не только в родном регионе, но и во всей России. Наши студенты регулярно занимают призовые места на всероссийских конкурсах, подтверждая высокий уровень подготовки и профессионализма преподавателей. Это результат совместного труда многих поколений, и мы гордимся тем, что являемся частью этой замечательной истории. Дорогие друзья, давайте продолжим развивать и поддерживать нашу кафедру, стремиться к новым вершинам, сохраняя лучшие традиции, заложенные нашими предшественниками. Пусть следующие 25 лет будут столь же успешными и насыщенными, как прошедшие. С днем рождения, родная кафедра! Желаю вам крепкого здоровья,
Дорогие преподаватели, Приглашаем студентов кафедры с поздравительным номером. Танец с веерами и песни на японском, китайском, корейском языках.
тесно сотрудничает с представителями университетов Китая, Кореи и Японии. И сегодня мы рады получить поздравления от наших зарубежных партнеров. Представляем вашему вниманию видео поздравления человека, который внес большой вклад в развитие не только краеведения в Республике Саха-Якутия, но и в развитие международных отношений Республики Саха-Якутия и Республики Корея. Профессор университета иностранных языков Хангу Кан Гоксу. 선생님 그리고 학생 여러분 반갑습니다. 오랜만에 보니 더욱 기쁘네요. 서울은 봄이 되어 꽃이 많이 피고 있는데 야쿠츠크는 아직 눈이 덮여 있겠죠. 그래도 눈이 덮인 아름다운 야쿠츠크가 그리워집니다. 북동영광대학교 동양학부 한국어과 25주년을 축하합니다. 25년 전 부통령이었던 이비에니아 이사이브나 미하일로바 총장님의 지원으로 한국어과를 만들게 되었어요. 그때 한국어와 한국문화 그리고 한국 문화가 이렇게 인기 있는 과목이 되리라고는 생각을 못했습니다. 다만 사한국학교 졸업생이 나오면서 그 학생들에게 공부할 수 있는 학과를 만들어야 되겠다는 생각을 했었죠. 지금은 모스크바에서도 또 피츠버그에서도 한국과 또 한국어, 한국 문화가 많은 관심을 끌고 있는 것은 여러분들도 잘 알고 있습니다. 이것은 러시아에서만 그런 것이 아니라 다른 나라에서도 마찬가지 현상입니다. 사하공화국 북동연방대학교에서는 다른 대학교보다 적어도 20년 전에 이러한 학과를 만들었습니다. 이것은 참으로 놀라운 선전지명이었어요. 그만큼 사하공화국 북동연방대학교 지도자들이 훌륭했다라고 생각이 듭니다. 그동안 한국과에서는 많은 인재들이 배출되었어요. 이제 25주년, 곧 30주년입니다. 지금은 세계 상황이 어렵지만 곧 좋아질 겁니다. 미래를 준비하는 사람에게는 늘 원하는 기회가 오게 되어 있습니다. 재학생 여러분, 한국어 공부를 더 열심히 하기 바랍니다. 그리고 지금 여러분들이 한국어를 공부하는 만큼 여러분의 미래도 아름다워질 거라고 믿습니다. 북동연방대학교 그리고 한국어의 발전을 기원합니다. 또 우리 선생님들, 학생 여러분들의 행복을 기원합니다. 감사합니다. И от всего сердца поздравляет кафедру восточных языков и страноведения с 25-летним юбилеем. Профессор вспоминает, как 25 лет назад при поддержке вице-президента Республики Саха-Якутия Евгении Исаевны одним из первых по всей России была открыта специальность корейский язык при кафедре восточных языков Якутского государственного университета. Сейчас корейский язык является одним из популярных языков не только в России, но и по всему миру. И профессор Кан Гоксу, поражаясь дальновидности и мудрости руководства Республики Саха-Якутия и Якутского государственного университета, благодарит за открытие кафедры, которая выпускает талантливых специалистов по восточным языкам. Несмотря на то, что ситуация в мире сейчас нестабильная, профессор верит, что скоро все наладится. Возможности всегда появляются у тех, кто готовится к будущему. Поэтому, обращаясь к студентам, профессор Кан Гоксу говорит, что усерднее вы будете учиться, тем перспективнее будет ваше будущее. Дальнейшего развития и процветания кафедры восточных языков и страноведения. Будьте счастливы! Из Кореи мы также получили поздравления от профессора Ан Сан Чоль, который сыграл большую роль в воспитании молодых корееведов кафедры. Профессор Ан Сан Чоль увлекается каллиграфией и отправил в качестве поздравления свое произведение, которое вы видите на экране. Позвольте зачитать приветственный адрес профессора Ан Сан Чоль. Мне очень жаль,
что в силу различных обстоятельств я не могу лично присутствовать на этом радостном событии и могу только передать свои поздравления. За последние 25 лет кафедра восточных языков и страноведения нашего Северо-Восточного федерального университета воспитала множество талантливых людей, обладающих как глубокими академическими знаниями, так и практическими способностями, и внесла большой вклад в развитие нашего общества. Я также считаю большой честью возможность участвовать в этом движении в качестве члена университета и кафедры. Сегодня мы оглядываемся на прошлое и делимся своей благодарностью, а также служим отправной точкой для планирования на следующие 25 лет и дальше. Будущее общества меняется быстрее, чем когда-либо, и значение Восточной Азии велико как никогда, и ожидается, что ее роль в будущем еще больше возрастет. Соответственно, растут и роли, и обязанности, которые должна взять на себя наша кафедра. Я искренне рад возможности вновь отпраздновать славное прошлое, блестящее настоящее и многообещающее будущее нашей кафедры. Еще раз поздравляю с 25-летним юбилеем и выражаю глубочайшую благодарность всем, кто посетил это мероприятие. За теплые сердца. Спасибо! Разрешите предоставить слово представителям Института зарубежной филологии и регионоведения, директору института, кандидату педагогических наук Владлену Васильевичу Кугунову, доценту кафедры французской филологии, кандидату филологических наук Людмиле Сафроновне Замашковой, заведующему кафедрой французской филологии, кандидату филологических наук Марианне Валентиновне Самсоновой и заведующему кафедрой международных исследований, кандидату политических наук Дарьяне Дмитриевне Максимовой. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, 25 лет пролетели очень-очень быстро, да? Это просто какое-то вот мгновение ока, Светлана Николаевна правильно говорит. Вообще 90-е годы это было удивительное время. Вот как сказала Светлана Николаевна, первые наши преподаватели были с рынка. Представляете, это счастливо можно даже представить. Но настолько нам было не упустить момент, да? Нам надо было просто вот в самый подходящий момент начать процесс. И процесс начался вовремя. И то, что мы открыли вот именно с миллениума, это получилось счастливое дитя. Во-первых, 90-е у нас, конечно, по стране это были лихие 90-е, как сейчас говорят уже историки, ну, оглядываясь назад. Но для нашего факультета это было самое золотое время. Расцвет. Да. Мы выиграли огромный грант, мы выиграли европейский вот этот вот темпус, да, это $1 миллион. Таких грантов вообще не было в истории университета, вообще в принципе не было, и вряд ли еще когда будет. Ну, может быть, когда-то будет. Может быть, мы выиграем как раз опять. И вот то, что касается европейских языков, все там бывали на стажировках по 6 месяцев. Это просто было какое-то удивительное время. С другой стороны, всегда шла вот такая вот достаточно понятная политика на восток. С одной стороны, это наши соседи, большая историческая общность, да, уже партнерство было, да, когда-то, тогда, культурное. И, ну, наверное, как-то что-то уже в 2000-х предполагалось, что нужно новый какой-то новый импульс, да, новое дыхание, и оно, скорее всего, пойдет с востока. И то, что для первых наших преподавателей мэрия давала квартиры, конечно, Светлана Николаевна сама ходила туда, выбивала эти квартиры, мэрия давала квартиры для преподавателей восточных языков. Бородин же начал. Бородин начал, я хорошо помню. Ну ладно, пусть будет Михаил Ефимович Николаев, потому что Михаил Ефимович Николаев, конечно, имел очень большое значение, имеет, и в будущем мы еще, наверное, будем переоценивать, по-другому оценивать. Огромную роль сыграл вообще как бы в становлении республики, в становлении места республики в геополитическом пространстве и России, и партнеров России. И вообще он любил наш факультет. Он любил наш факультет, позднее он стал любить наш институт. И поэтому вы, вот восточная кафедра, вы как дитя любви, да? Вас все любили еще до рождения, к вашему появлению готовились. Пусть это будет как бы с рынка, но это всегда была такая
здоровая энергия, да, здоровая энергия людей, которые нацелены просто на какое-то большое будущее. Поэтому счастья вам, процветания, дальнейших успехов. От вас всегда идет хорошая энергия, от вас идет такая динамичность, и при этом у вас всегда есть такая восточная утонченность, да, такая дипломатичность, где-то даже вот какая-то не по возрасту мудрость. Поэтому сохраняйте все эти великолепные качества в таком вот хорошем сочетании, и вам счастья, успехов и всего самого лучшего. Пусть над вами всегда цветет сад. Я чуть продолжить решил такое интересное действительно наблюдение. Ну, действительно, вот Светлана Николаевна, Светлана Иннокентьевна, мой любимый преподаватель Петрова, который тоже начинала работать на кафедре, интеллигентнейший Федот Федотович, действительно такая позитивная команда, положительная. А вчера я увидел интервью нашей обаятельной Елены Степановны, и просто удивился ее вот этой энергии, действительно тоже доброты, красоты и позитива. Всем желаю вот такой же энергии и такого же настроя. Вы знаете, мы не будем сильно много занимать времени же, да, коллеги? Мы объединились тут в небольшую группу, деканат, я и наши коллеги из уникальных, небольших, скажем так, кафедр, которые тоже, может, когда-нибудь станут такими же большими и хорошими. Вот, смотрите. Ну, нет, хорошими в том смысле, что уникальными. Вот смотрите, мы подготовили, мы же филологи, не можем без лирики, мы подготовили такой небольшой вам перформанс. Давайте начнем, я начну. 25 лет, как с языка слетело, восточных дел здесь столько завертело. Кружок японского лишь был началом, а нынче КВИ с могучим потенциалом. Барашкова, Петрова и Желобцов стояли у истоков восточных знатоков. Выпестывали кадры молодые, не просто было и все впервые. Сегодня кафедра – это суперкоманда, готовит лучших призеров и дипломантов. Чего стоит труд китайской грамоте учить, помогают в мосты дружбы САТР возводить. Куда же без языка Чусона, страны Ханкук? Король Седжон, не счесть вам кафедры заслуг. Язык, культуру славит, кимчи, дорамы и кей-поп. Поддержка Кандуцу и Ан Санчоль нон-стоп. Восточных языков, олимпиады, недели. Высокобальники всегда тут учиться хотели. Марку держат студенты весьма высоко. Выпускники строят карьеру успешно, легко. Полезны вы республике развитию контактов, в переводах, делегациях, проектах и контрактах. А в научных работах не только Восток. Родные языки – это тоже ваш конек. Ваши амбиции, планы, мечты, творения пусть находят успешное воплощение. Переводоведение лицензировали, специалитет и востоковедению пусть откроется зеленый свет. Желаем каждому здоровья и долгих лет. Пусть ширится и госзаказ, и внебюджет. И море радости и светлых перспектив, пример вы дружбы и сплоченный коллектив. Ну и самое главное. И я тоже хотела бы от Северного форума, так как я еще в Северном форуме работаю, вам небольшой презент. Там внутри полезно. Слово предоставляется декану исторического факультета, кандидату исторических наук Наталье Анатольевне Стручковой. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Очень рада вас приветствовать сегодня в столь знаменательный день, в день 25-летия кафедры восточных языков. Я бы очень хотела отметить сегодня, знаете, историческую параллель, которая имеется между кафедрой и факультетом. Дело в том, что создание кафедры в 2000 году – это дата создания еще исторического факультета.
И вот мы рука об руку в течение 25 лет в одном здании идем, развиваемся, вместе наши студенты, вместе преподаватели. И сегодня от имени нашего профессорско-преподавательского состава, от имени заведующего кафедрой Юлии Никифоровны Ермолаевой и кафедрой, которую возглавляет Ольга Афанасьевна Парфенова, сердечно поздравляю вас, коллеги, с этой датой. Исторический факультет очень многим обязан кафедре восточных языков, потому что мы с вами в 2012 году открыли замечательную программу «История международных отношений». Историки и кафедра восточных языков рука об руку готовили специалистов, историков со знанием восточных языков. Это корейский, японский, китайский языки. И то поколение историков, которое выросло в этот момент, вам очень благодарно, потому что, может, они не все, конечно, по профилю сейчас работают, чтобы вот быть переводчиками, но я уверена, что знания, которые они получили в этот момент, им очень-очень пригодились. И как сегодня отметили наши коллеги, Восток – дело тонкое. И даже историки, которые обладают знаниями восточных языков, люди тонкие. И мы очень рады сейчас говорить о том, что наши выпускники были трудоустроены и все-таки работали по профилю. И сейчас многие из них прошли стажировку в Хоккайдо, в Хоккайдском университете, благодаря вам. Многие выиграли олимпиады. И сегодня сейчас со мной рядом стоит выпускница именно японского отделения, получается, да, направления, Ершова Ксения. Сейчас она является в нашем преподавательском составе, работает и одновременно является нашим методистом и специалистом. И разрешите ей дать тоже слово от имени выпускников. Сердечно поздравляем всех сотрудников кафедры восточных языков с юбилеем. Благодарим за долгие годы усердия и преданного труда в области образования. Надеемся, что кафедра продолжит вносить значительный вклад в исследования по популяризации восточной культуры и языков. Пусть впереди ждут новые успехи и достижения. И отдельно хотела поблагодарить своего преподавателя, доцента кафедры восточных языков Фирму Сатану Гимну. Ну, раз мы перешли на личности, я бы тоже хотела добавить о том, что с уважаемым господином Ансон Чоль, который работал у нас руководителем международной школы НЭФУ, я тоже имела честь быть знакомой и под его руководством также преподавала, очень слабо, наверное, на английском языке, но вот были такие параллели. А самое главное, я в 2014 или 2015 году Евгения Саяна поручила нам провести экспедицию. Из историков я была только там одна, руководителем экспедиции, а все остальные 12 были доблестные корейцы под руководством уважаемого профессора Кандуксу. И мы поехали в Арктику, Жиганский улус еще, и, в общем-то, мы получили море впечатлений друг от друга. И я так поняла, что корейские мужчины вообще обращаются с женщинами, вот просто вы принцесса, Наталья. Значит, ни разу я даже не накрывала на стол. Они сами готовили и сами посуду мыли. В общем, у меня было такое большое впечатление от них. Замечательные, конечно. Восток действительно дело такое. И недаром в нашем университете Восточный вектор сейчас большой прерогативе и форпост у нас, можно так сказать. Но исторический факультет работает сейчас с Кыргызстаном и Казахстаном, но недалеко то время, когда мы также будем работать и с Японией, с Кореей. Мы на это очень надеемся, и наша страна идет к этому. Ну и сейчас я бы хотела высказать
огромная вообще благодарность к тем людям, которые основали эту кафедру. Светлана Николаевна, большое вам спасибо. Мы так лично не соприкасались в каких-то проектах, работах, но мы работаем бок о бок, и я просто уважаю эту просто замечательную, красивую, приятную во всех отношениях женщину. Светлана Николаевна, спасибо вам за ваш оптимизм, за ваше изящество и за всегда поддержку, потому что такой человек всегда как просто солнце везде, где мы не встретимся. Спасибо вам большое за вашу кафедру и за то поколение, которое вы вырастили. И сейчас уже 3-е, 4-е поколение, которое заведует этой кафедрой. И вы делаете большой вклад в гуманитарное развитие именно исторического образования. Спасибо вам большое. Не соприкасались, очень даже соприкасались. Госпожа декан была в свое время руководителем методической, да? Управление. Теперь ДОКО называется, ДОКО. Когда первый раз услышала слово ДОКО, думаю, кто это, фамилия, что ли? Японская. Да, соль там, что там, всякие. Вот. И тогда, я помню, принесла свое первое большое пособие, это вот литература, да, стран АТР. Вот оно там вот на стенде есть. Ой, мне страшно представить, что дальше произошло. Я в 13 году. И мне посоветовали, не надо издавать его сразу как пособие, да? Давайте вначале как электронное. Правда, не прошло и месяца, но уже было выпущено. А только потом уже в книжном варианте. И через 10 лет, в 23-м году, я его расширив, снова выпустила. А потому что надо, да? Надо было. И вот там грамматюшка есть такая хорошая, от Двурунц. Замечательно. Замечательно. Вот, получила. Так что спасибо вам за совет. Ну и спасибо, Светлана Николаевна. Но я сегодня хотела от имени исторического факультета. Конверта нету, простите, пожалуйста, коллеги, времена такие, да? Но в библиотеку, как всегда, гуманитарии сегодня 3 сакральное число, 3 замечательные книги, которые историки дарят кафедре, чтобы, безусловно, это Платон Алексеевич Аюнский. Сегодняшний год, вы знаете, очень актуально 80-летие Победы, знать героев войны, ну и, конечно, знать историю, которая запечатлена в фотообъективах. Пожалуйста. Ну и, конечно, действующему сейчас заведующей кафедрой, конечно, как символ развития кафедры восточных языков, грамота Елене Степановне Руховой. Исторического факультета вручили грамоту Сардай Никитовне Ефимовой. Главное пожелание, конечно, коллеги, здоровья, хороших студентов, успешных проектов и благополучия во всем. Поздравляю вас с 25-летием кафедры. Слово предоставляется представителям кафедры иностранных языков по гуманитарным специальностям, заведующему кафедрой кандидата педагогических наук Евгению Александровичу Парфенову, доценту, кандидату педагогических наук Агате Дмитриевне Ефимовой, старшим преподавателям Снежане Анатольевне Исаковой, Марии Витальевне Кулаковской. Добрый вечер. Раз. Так, рад всех видеть, дорогих коллег. Разрешите от имени коллектива кафедры иностранных языков по гуманитарным специальностям поздравить с таким замечательным юбилеем. Такая хорошая цифра. Как раз таки получается, когда мы заканчивали университет, немецкое отделение, в это время, да, весной, да, все это было, приказ вышел. Вот все это время, оказывается, за нашими спинами, как говорится, открывали новую кафедру.
Да. Ну и, конечно, здесь хотелось бы выразить благодарность нашим уважаемым коллегам Светлане Николаевне, Федоту Федотовичу, Варваре Никифоровне, что они стали вот у истоков кафедры. Вдвойне радостно то, что они были нашими преподавателями, моими преподавателями. Желаем вам счастья, много лет жизни, здоровья, как говорится, да. Ну, я бы хотел акцент сделать больше на будущем, наверное, да, потому что ну, все, наверное, отметили, что вообще восточный вектор, да, он сейчас будет в приоритете, я так думаю. И здесь, наверное, надо поблагодарить Михаила Ефимовича. Он всегда смотрел на восток, да, и я сейчас, наверное, понимаю, потому что задумывался, ну, не сейчас задумывался, а раньше начал задумываться, почему Россия всегда смотрит на Запад, да? Почему всегда смотрит на Запад, когда у нас вот большая часть территории это Азия, да? И вот тут вспоминается Михаил Матвеевич, наш руководитель по аспирантуре, профессор. И вот он тоже говорил, что вот у нас менталитет такой, он всегда почему-то вот подчеркивал сторону Азии, приводил примеры вот менталитета азиатских народов, да, и вот поэтому я вот тут думаю, что вот действительно, ну я не скажу, что Россия должна повернуться полностью к Азии, да, конечно же нет, да, конечно же нет, но но мне кажется, вот в вашей кафедре вот сама судьба, сама геополитика, скажем так, дает карт-бланш, да, вручает вам стяг, флаг, знамя, чтобы как-то вот вести наш эсфир, наш университет вперед, да, в светлое будущее, как говорится, будет развивать наш институт, наш университет. Вот. Ну, пожелаю вам всем коллегам, всем выпускникам, всем, кто причастен к основанию кафедры, всем, кто причастен к сотрудничеству кафедры, дальнейших успехов профессиональных, да, студентам хорошей учебы, чтобы слушались преподавателей. И, ну и всем здоровья, блага. Да, и, конечно же, мои коллеги тоже скажут несколько слов, наверное. Уважаемая Елена Степановна, разрешите от имени правкома университета и от себя лично поздравить вас с таким прекрасным юбилеем, 25-летием вашей кафедры. Мы свидетели становления вашей кафедры, создания вашей кафедры, да? Но сегодня я отмечу немножко другую сторону, кроме научно-исследовательской, да? Благодаря вам, под вашим руководством, Елена Степановна, Виктория Викторовна, ваша кафедра активно участвует в профсоюзной деятельности нашего университета и по работе с ветеранами. И хотелось бы выразить огромную благодарность спортсменам вашей кафедры, как и студентам, так и преподавателям. И сегодня хотела бы отметить особо свой вклад в нашем чемпионстве. Мы несколько лет подряд держим пальму первенства в Кубке ректора, являемся чемпионами университета. И в этом огромный вклад вносит старший преподаватель вашей кафедры Егорова Кирилла Григорьевна, многократная чемпионка по лыжным гонкам и легкой атлетике, и молодой преподаватель, ассистент Демчук Анастасия Олеговна, волейболистка второй лиги нашей республики. Вот такие сотрудники у нас работают. И хотела бы пожелать вам дальнейшего процветания, благополучия, крепкого здоровья и счастья в личной жизни каждого. И сегодня от имени профсоюзного комитета университета я хотела бы вручить почетную грамоту за активную гражданскую позицию, активное участие в профсоюзной деятельности университета и в связи с 25-летием кафедры восточных языки и страноведения Руховой Елене Степановне. Лебедевой Виктории Викторовне. Вдогонку хотела бы сказать, премия за почетную
упадет, зачислится ваша карта. Добрый вечер. Замечательный коллектив, кафедра восточные языки и страноведения. Я бы тоже хотела поздравить с замечательной датой, 25 лет. Кажется мало, но на самом деле проделана огромная работа. Огромная работа, и сегодня я бы хотела поблагодарить коллектив кафедры, как человек, который в недавнем прошлом отвечал за учебную работу в нашем институте, за отзывчивость, за оперативность, за ответственность, за вашу поддержку, коллеги. Огромное спасибо, я всегда ее ощущала, и спасибо вам большое. Ну и за ваших замечательных студентов, за ваших выпускников, с которыми я работаю, и тогда в деканате работала, да, и сейчас вот у меня Настя, замечательный специалист в моем отделе, сейчас работает. И когда я в приемной компании работала, тоже кафедра восточные языки выделила аж на 5 своих студентов. Это были тоже замечательные ребята. Процветания вам, успехов, пусть обязательно все исполнится. И наш президент. Разрешите нам вручить вот приветственный адрес, да, коллегам. Конверт мы постарались сделать его пухленьким, да? Слово предоставляется представителю Саха-Корейской школы Тамаре Ивановне Никоноровой. 안녕하세요. 통양호 지역학과 창립 25주년을 진심으로 축하드립니다. 하나없는 활동과 분영을 기원드리며 항상 열정적인 학생들과 함께 하시길 바랍니다. 감사합니다. Преподаватели, коллектив, сотрудников и студентов кафедры «Восточные языки и страноведения». Педагогический коллектив Саха-Корейская школа горячо и сердечно поздравляет вас с 25-летием со дня основания кафедры. За эти годы ваша кафедра взрастила и дала путевку в профессиональную жизнь многим молодым специалистам. Мы гордимся тем, что вы стали для нас настоящим другом и надежным партнером. С 2003 года школа является педагогической площадкой для студентов кафедры восточных языков. Студенты на практике закрепляют и углубляют теоретическую подготовку, приобретают навыки и компетенции учителя. Надеемся, что в будущем мы реализуем новые совместные проекты, направленные на укрепление и развитие наших связей. От всей души желаем всему преподавательскому составу, сотрудникам и студентам крепкого здоровья, благополучия, творческих свершений, и пусть удача сопутствует во всем. Уважаемая Елена Степановна, разрешите вручить вам вот от себя хотела бы добавить, еще у меня есть такая миссия. Вот в моей биографии есть очень интересная веха, так скажем, да, когда преподаватели обращались ко мне по имени-отчеству, а моими однокурсниками были дети возраста моих собственных детей.
Мне посчастливилось учиться здесь, вот в Истфире, да, по магистерской программе 2 года. Сегодня очень отрадно и радостно видеть своих наших преподавателей, людей с большим сердцем, с огромным кругозором. Мы очень всегда благодарны, всегда с теплотой вспоминаем. И, пользуясь моментом, хотели бы нашей Туяре Николаевне, нашему руководителю, вручить от имени студентов выпуска МФВО 2020 вот такой вот букет. Дорогие друзья, в этот прекрасный апрельский солнечный день разрешите поздравить родную кафедру восточных языков и страноведения с юбилеем. Желаю дружному коллективу кафедры здоровья, благополучия, счастья и благодарных студентов. Работа кафедры – это всегда работа сплоченного коллектива. Хотелось бы также поздравить с юбилеем кафедры тех, кто стоял у ее истоков. Светлану Николаевну Барашкову, Федоту Федотовичу, Светлану Иннокентьевну, а также те, кто поддерживал кафедру, Людмила Сафроновна, Ольга Алексеевна. От всей души поздравляю вас с этой великолепной датой. Дорогие наши, с юбилеем! Слово предоставляется председателю Якутского регионального отделения общества Россия-Япония Николаю Андреевичу Бармыкину. Konnichiwa, minasan. 心より東洋言語学科創立25周年おめでとうございます。Поздравляю с юбилеем, и в начале своего выступления я хотел бы разрешить такой исторический спор, который возник между Людмилой Сафроновной и Светланой Николаевной. Да, потому что сейчас уже видите, как вроде прошло чуть больше 30 лет, и многое уже стало забываться. В декабре 1990 года Михаил Ефимович Николаев, наш первый президент, посетил Японию по приглашению Ассоциации японо-российской торговли, ее президента господина Тецуо Сато, где он встречался с председателем парламента Японии, с японскими деловыми кругами. В том числе Михаил Ефимович поставил вопрос обучения японского языка. И когда господин Тецуо Сато приехал в Якутию с делегацией японских бизнесменов, о чем сказала Светлана Николаевна, они с собой привезли нашего дорогого профессора Кацуки. И он на самом деле, получается, не засланный казачок, а по просьбам трудящихся, по многочисленным просьбам трудящихся и по мудрому предвидению нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. А я тогда был генеральным директором АСЯС, Ассоциации сахо-японского сотрудничества, организовывал эту поездку. Мы с японскими бизнесменами летали на побережье Северного Ледовитого океана, и впервые, единственный раз в жизни, я тогда ел черную икру большими суповыми ложками. Вообще, единственный раз, больше не было. И все-таки Кацуки-сан, как-то он понравился Михаилу Ефимовичу, и Михаил Ефимович пригласил его в Якутск, и он в сентябре, как договаривались, прилетел, и он нам поручил поддерживать его, господина Кацуки, его проживание, бытовые вопросы.
Вот, и с 1991 года я напрямую завязан вот с факультетом иностранных языков, со Светланой Николаевной Барашковой. Вот мы с тех пор вместе работаем, да, над разными... Да, идем вот по этой дороге длиной 10 тысяч ли и сделали какие-то общие шаги. И я был очень рад, когда в 2000 году была юридически оформлена кафедра восточных языков. То есть это на самом деле огромное достижение было. Вот. И то, что вот смогли набрать преподавателей, набрать штат кафедры, да, вот, имеющих соответствующее образование и так далее. То есть это тоже огромный труд. Вот это действительно надо похлопать Светлане Николаевне. Вот. И сейчас мы работаем вместе с кафедрой в Якутском региональном отделении общества Россия-Япония. Ну, сейчас, конечно, в основном так, ну, не формально, а как-то сокументеки на кюрюк, да, как сказать, по-русски сокументеки на кюрюк, это значит, я вам мысленно помогаю, но практически ничего вам не делаете. Поэтому, ну, такое японское выражение, да. И этот самый, у нас был посол Японии, да, и он спрашивал, сколько у вас членов общества? Ага, ну я там сказал, он говорит, а что так мало? Я говорю, ну как, если будет надо, мы увеличим. Но сейчас мы не видим большого смысла резко увеличивать количество. Но я думаю, наступят те светлые времена, когда мы сможем резко увеличить, да, численность наших членов. Вот когда мы начинали, у нас было очень много членов. Да? Вот, но сейчас все-таки, главная работа продолжается, связи поддерживаются. Вот, и по непроверенным данным, генеральный консул Японии собирается посетить Якутск во время Исэха Туймары. Поэтому есть опасность того, что у нас этого Исэха не будет. Поэтому, если это окончательно выяснится, ну, будем, как говорится, отрабатывать. И вот вначале я хотел бы вручить, так как уже подняли, да, этот вопрос. Уважаемая Светлана Николаевна, Якутское региональное отделение общества Россия-Япония поздравляет вас с 25-летием кафедры восточных языков и страноведения Института зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального университета имени Амосова. Благодарим вас за ваш огромный вклад в организацию обучения восточным языкам, японскому, корейскому и китайскому, ну сейчас уже и вьетнамскому. Благодаря вашей неустанной деятельности Республика Саха получила плеяду ярких выпускников. Вот Кима Борисова показали, да, действительно ярчайший. Он даже являясь студентом кафедры, вот вместе с Зиной, они вдвоем ездили с японцами на раскопки югагирского мамонта. Дважды. Получали зарплату в долларах. Да, молодцы. Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и успехов вам и вашим близким. И Светлана Николаевна вспомнила насчет 3 дня под Сакурой. Вот я, когда пришел работать в Министерство внешних связей, я всем сотрудникам сказал, ищите стажировки, ищите поездки. Вот пока есть возможность, выезжайте. И, к сожалению, только один сотрудник вот, из более чем 25 сотрудников, она не нашла себе вот стажировки. Некоторые по 2-3 раза ездили, пока я работал в министерстве. Потому что я считаю, что если человек сотрудничает с иностранными государствами, если он обучает иностранному языку и культуре, он должен лично прочувствовать, побывать и как-то потрогать руками. Вот как наш якутский народ, он все любит трогать руками, любит пробовать на зуб и так далее. Поэтому без этого невозможно передать культуру. Потому что вот искусственный интеллект и так далее, вроде говорят, что переводчиков
скоро как бы потребность исчезнет и так далее. Но с другой стороны, вот Федот еще учит регионоведению, вот, а вы учите еще и культуре. То есть, вот, например, передать нюансы смысловые, да, то без знания культуры это понять невозможно. Вот, например, если вам японец скажет «особенный ките кудасай», да, то есть «приходите вместе, отдохнем», это практически 99% значит «вообще я тебя видеть не хочу». Понимаете? Поэтому вот наша головная организация «Общество Россия-Япония», она прислала поздравления, разрешите зачитать. Заведующему кафедрой восточные языки и страноведения ИСФИР СУФУ, ответственному секретарю Якутского регионального отделения Общества Россия-Япония ЕС Руфовой. Уважаемая Елена Степановна, уважаемые коллеги, от имени Центрального правления Общества Россия-Япония поздравляем вас с 25-летним со дня создания кафедры восточных языков и страноведения ИСФИР СУФУ. За эти годы кафедра прошла большой и славный путь, превратившись в один из крупнейших и значимых кафедр Института зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального университета. На кафедре подготовлены сотни магистров, бакалавров и специалистов по Японии, Корее, Китаю, профессионалов высокого уровня. Сотрудники кафедры и студенты-японисты являются активными членами Якутского регионального отделения Общества Россия-Япония, вносят заметный вклад в развитие связей нашей страны и страны восходящего солнца. Желаем студентам и преподавателям кафедры восточных языков и страноведения дальнейших успехов в благородном деле подготовки высококвалифицированных кадров. С уважением, президент Общества Россия-Япония Дудкина, председатель Центрального правления Кириченко и ответственный секретарь Кручина. 24 апреля 2025 года. Слово предоставляется представителям кафедры иностранных языков по техническим и естественным специальностям, заведующему кафедрой, кандидату педагогических наук Зармении Владимировне Емельяновой и доценту, кандидату педагогических наук Ирине Федоровне Птицыной. Добрый день. Сегодня нам очень приятно было прийти на ваш юбилей, на ваше 25-летие. Я бы хотела обратиться к студентам, которые сидят сейчас здесь в зале, и некоторые покидают зал. Пожалуйста, не покидайте. Сегодня мы пришли вспомнить, что было 25 лет назад, а через 5, 10, 15, 25 лет вы будете помнить это событие, будете рассказывать и делиться своими впечатлениями. Вы сейчас присутствуете на ярком событии и историческом событии. Поэтому вам аплодисменты, что у вас студенты присутствуют, пришли, и чтобы вы прочувствовали. И, конечно, надо сказать, что с кафедрой, с данной кафедрой нас связывают очень тесные отношения, поскольку у нас на кафедре также есть восточные языки. Китайский, корейский, японский, и мы в связи с интенсивным модульным обучением дали выбор студентам технических и естественных специальностей выбирать языки. И вы знаете, от японского, китайского, корейского мы на японском, китайском, корейском мы вынуждены были закрывать данные, 20 человек максимум, и все желающих очень-очень много. Поэтому, ребята, которые обучаются сейчас здесь, вы тоже должны понимать, что в будущем вы будете соприкасаться со специалистами, которые также будут владеть и китайским, и японским, и корейским языками. Ну и хотелось бы перейти к поздравлению. Поздравляем вас с таким прекрасным юбилейным днем, 25 лет, четверть века. Много или мало? Это уже потом история расскажет. И, как сегодня мы упоминали, во что дело тонкое. Елена Степановна всегда такая тонкая, изящная, кафедра прекрасная, все с загадкой. Светлана Николаевна, основатель, это вот мы учились 90-е годы, закончили, да? И для нас Светлана Николаевна это был бог, царица,
И мы просто слушали ее лекции, открывали рты, и на данный момент я понимаю, какой был прекрасный пример, какой был прекрасный педагог, остался в памяти у нас у всех нашего выпуска. И поэтому вот данные цветы мы бы хотели прекрасные Светлане Николаевне преподнести как основателю в знак благодарности за ваш труд, за вашу, как сказать, восточную красоту. Спасибо большое. И, наверное, наверное, потом Minasan, konbanwa. 今日は本当に喜びイベントがありますので、私たちの学科から心から、大きな喜びをいたします。Сегодня прозвучала моя фамилия, которая, когда я училась, Птицына Ирина Федоровна, но сейчас, да, Борисова Ирина Федоровна успела, да. Я сегодня вот так рада присутствовать на таком мероприятии, потому что Восточная кафедра, особенно я хочу поблагодарить своих коллег-японистов. Это мои друзья-товарищи. Поэтому сегодня я прямо, от всей души, с таким искренним восторгом хочу поздравить своих коллег Елену Степановну, Туяру Николаевну, Сагдану Кимовну. Это та основа, с которой мы идем рука об руку. Вот в 2000 году я закончила университет, я осталась, да, и поэтому я с вами праздную как бы юбилей. В этом году у меня тоже будет 25 лет, как я работаю. И вот за это время наша дружба окрепла, она перешла в сотрудничество. Мы преподаем восточные языки студентам как неязыковых специалистов технических, но тем не менее очень радостно участвуем во всех мероприятиях, особенно на неделе восточных языков. Поэтому в прошлом году у меня была возможность, и сейчас есть, преподавать политологам. И вот столкнулась с такой маленькой технической проблемой. Я я визуал. Я люблю, чтобы студентам было удобно, чтобы наши занятия проходили в таком формате, не таскать учебники, но зато все время приносила с собой проектор. И поэтому, когда у нас стал вопрос, что же подарить, я говорю, любимой кафедре, после своей кафедры, все-таки давайте подарим проектор, чтобы у вас на кафедре с технической вот какой-нибудь был бонус, плюс в облегчении преподавания. Поэтому от всей души поздравляю и технически от коллег всей нашей кафедры. Позвольте. Слово предоставляется ведущему специалисту международного сотрудничества СФУ, выпускнику кафедры 2019 года Степановой Аталыне Трофимовне. Как было сказано, меня зовут Айталына, я являюсь ведущим специалистом Департамента международного сотрудничества СУФУ и также являюсь выпускницей 2019 года группы ВО 15442. И сегодня я хотела бы от имени департамента и от группы поздравить нашу любимую кафедру с юбилеем. Кафедра,
как я считаю, да, она является неким таким мостом, который объединяет культуру как бы нашу местную, региональную и восточную. Тем самым как бы преподаватели дают лучше узнать, понять, прочувствовать через себя всю красоту и, как сказать, всю красоту Востока. Вот, и тем самым кафедра является тем самым местом, который выпускает высококвалифицированных специалистов. И хотела бы сейчас рассказать немножко о нашей группе. До нас в группе было 6, выпускали 6. И каждая из нас прошла стажировку благодаря нашим преподавателям. За их поддержку мы как бы попробовали пожить в Китае, да, как бы в языковой среде. И на сегодняшний день мы все работаем по специальности. Нас 3, которые работают ведущими специалистами в департаменте, 2 работают в IT-компании за границей, и 1 наша одногруппница работает в школе. Вот, и хотела бы поблагодарить то, что преподаватели тогда и сейчас нынешним студентам открывают новые горизонты, дают познать новое, а университету дают как бы большой толчок в развитии, как бы поднимает престиж нашего университета за границей. Хотела бы поблагодарить. И от имени кафедры и группы в целом хотела бы всем сидящим здесь пожелать крепкого здоровья, счастья, карьерного роста. С юбилеем! И хотела бы от имени группы вручить небольшой подарок Елене Степановне. Слово предоставляется представителю LX International, выпускнику кафедры 2015 года Марианне Степановне Яковлевой. Аньосимника. Слово «аньосимника» это мы учили первое слово, которое мы прошли, это с Куней Григорьевной, и она написала ее на доске полностью, то есть заполнила всю доску. И мы помним этот момент, и за эти 5 лет обучения мы уже наполнили корейский язык, кафедра университета уже была частью нашей жизни. Хотим сказать большое спасибо нашим преподавателям за интересные лекции, за важные советы и поддержку. Мы безмерно благодарны и всегда стремимся с вами встретиться снова и снова. Так, и от нашей группы, мы выпуск 2015 года, хотим вручить небольшой подарочек. И нашим преподавателям тоже отдельно. Спасибо большое. Можно еще Варваре Никифоровне, пожалуйста, нашей прекрасной Варваре Никифоровне небольшой подарочек хотим вручить. Виктория Викторовна является нашим куратором. Мы всегда о ней тепло отзываемся, всегда скучаем и любим. Спасибо большое. Представляем вашему вниманию видео поздравления от старшего преподавателя кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки МГУ, выпускника кафедры Комлякова Кирилла Ивановича. Дорогие преподаватели, коллеги и студенты, меня зовут Ковляков Кирилл Иванович. Я выпускник кафедры восточных языков страноведения 2016 года. В студенческие годы я грезил наукой и даже не вдумался всерьез о том, чтобы встать у доски. Однако на сегодняшний день я старший преподаватель кафедры японской филологии САМГУ.
ввиду разговорного аспекта наших курсов. Моим сенсеям хочу сказать спасибо за то, что верили даже тогда, когда у меня самого эта вера иссякала. И то, что мы научили главному. Японский язык — это не набор правил, а живой диалог, где важны не только иероглифы, но и человеческое терпение. Нынешним студентам открою секрет. Японский — один из сложнейших языков. В ИСАМГУ на первом курсе из-за японского стабильная на сессиях отчисляется около 20% вступальников. Так что, если вам сложно учиться, то это не случайно. Поэтому задумайтесь, где вы можете оказаться через 10 лет. И просто дисциплинированно стремитесь к этому видению. Кафедра — это не стены, не учебники. Это люди, которые годами несут тот самый факел просвещения, даже когда ветер пытается его задуть. Пусть юбилей станет новой точкой отсчета для открытий, а студенты продолжают удивлять вас своим упорством. Ведь именно ради этого стоит быть подавателем. Наганен ни ватари сенсей татакара итадайта гошидо то сасаэни паракара канша машиагемасу. Кафедра но 25 周年誠におめでとうございます。Благодарим всех гостей за участие в торжественном заседании в честь празднования 25-летнего юбилея кафедры восточных языков и страноведения. И еще раз поздравляем нашу родную, любимую альма-матер. Также выпускники хотят выразить свою благодарность и сказать пару слов. Любимую кафедру поздравляем с таким красивым числом, четверть века, 25 лет. Мы выпускники 2008 года, ВО-03, однозначное число. Первого десятка, сейчас уже третий десяток пошел, наверное. Какая сейчас? ВО-25 есть, да? Представляете, у нас было ВО-03. Мы хотим пожелать нашей кафедре процветания, всегда помним, любим, держим связь, общаемся до сих пор. Сегодня мы пришли в составе 5 человек, все представители всех 3 направлений, японцы и китайцы, и корейцы. Мы никогда не разделяемся, мы всегда вместе. Вот, девочки. И вот еще были, но по семейным обстоятельствам ушли. И мы бы хотели вручить наш пухленький конверт. Точнее, всем добрый день. Это с вами выпускник 16 года, год 1242, Иванов Александр Прокопьевич. Я на данный момент являюсь учителем китайского языка в Якутской городской национальной гимназии. Сегодня очень волнительный день. 25 лет любимой кафедре. И сколько же специальностей может эта кафедра выпускает, учителя, международное сотрудничество. И сам являюсь учителем, и сам начинаю передавать те самые знания, что мне дала кафедра, и хочу за это очень сильно поблагодарить не только учителей китайского, но и всю кафедру, потому что кафедра работает всегда вместе. Разделения по языкам на самом деле как такого там нет. Большое-большое спасибо. 感谢你们都辛苦了。